Скажу немного, что для нас тема правоохранительных органов, она не случайная. Это не только вопросы представленности женщин в милиции. Мы вообще долго, систематически продвигаем реформу. Да? Мы хотим, чтобы милиция в Кыргызстане стала ближе к людям, стала более эффективной, расследовала преступления объективно, да, и была подотчетна перед людьми, перед обществом. Вот тем, чем мы занимаемся последние годы. И последнее время также прибавилось оказание помощи женщинам, которые пострадали от гендерного, от семейного насилия. Мы помогаем им, предоставляя правовую помощь. И с чем мы столкнулись, и женщины многие обращаются к нам, за последний год более 100 человек. Мы им предоставляем правовую помощь, и мы видим, что часто женщины не получают должную правоохранительную помощь. Милиция зачастую не расследует преступления в отношении них объективно. Да? И одна из причин, что сама милиция не умеет эти преступления расследовать, гендерно нечувствительна, и там нету, в принципе, женщин, правоохранителей, их очень мало. И мы начали думать, да, почему так произошло, с чем это связано, почему женщины, или они не идут в милицию, либо у них нету карьерных возможностей по продвижению внутри, или их постоянно поджимают, да, пытаются выдавить из системы. И вот наша работа, она подтвердила эти наши предположения. Женщинам тяжело прийти в милицию, устроиться. Даже если она устроилась, существует предубеждение, да, ее коллег, ее руководства, что она не может быть достойной повышения, что она не может расследовать, что она не может быть оперативником, что она не может быть руководителем. И в результате, вот, у нас есть данные за несколько лет назад, мы запрашивали у МВД, 7,1% сотрудников, которые в погонах, это женщины, все остальные мужчины. Мы видим неадекватную представленность женщин. Нету среди них генералов, действительно. Нету среди них руководителей территориальных подразделений ОВД. Нету среди них каких-то руководителей больших и важных подразделений. И вот мы видим, что в результате и женщины, которые обращаются в милицию, они в большинстве случаев не защищены, оказываются. Мы можем предположить, там, где есть мужские клубы закрытые, да, где информацию не выносят на публику, да, как правило, вероятность появления харассмента в отношении женщин, все-таки они же там есть, вот 7,1%, она очень высокая. Но публично о таких фактах, по крайней мере, нам ничего не известно. Да? Поскольку мы внешние люди для них, представители гражданского общества, правозащитники, нам многие не будут говорить, открываться, да, о своих проблемах при взаимоотношении с коллегами. Но мы чувствуем, что им тяжело, им приходится... Вот, например, в патрульной милиции, я сам участвовал в создании вот несколько лет назад патрульной милиции Бишкека. Мы отбирали сотрудников и так далее. И несколько женщин мы пропустили через конкурс, они прошли, достойные были, в том числе на руководящей должности. И вот я видел, поскольку у нас была возможность отслеживать их работу после этого, что им тяжело. То есть им приходится постоянно доказывать коллегам, что они достойны этой должности. Доказывать больше, чем мужчинам-коллегам. Это психологически сложно. Перед подчиненными в том числе, да, потому что, я думаю, они видят в глазах скепсис коллег, да, и подчиненных в том числе, и им приходится больше что-то делать, да, оставаться на работе там допоздна, да, стараться быть более эффективным, чем коллеги-мужчины. Да, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, когда вопросы встают, кого увольнять, и все равно постоянные внутренние какие-то конфликты происходят, часто именно женщины в результате страдают, да, от внутренних каких-то дрязг. Стереотипы, да, что не женское дело это, да, правоохранительные органы, там нужен быть сильный человек, там нужен человек, который может огонь и воду бежать, голыми руками брать преступника.
На самом деле весь мир, нормальный цивилизованный мир от этого отошел. То есть мы знаем, что женщина может быть эффективной, как и мужчина. Но и самое главное, представленность женщин большая, она еще важна, чтобы женщины, пострадавшие, женщины, обычные люди чувствовали, что милиция может их защитить. И им несложно прийти, обратиться за помощью и так далее. Потому что сейчас этого нет. Мы видим, что по семейному насилию, по сексуализированному насилию многие женщины не доверяют правоохранительным органам, не идут, но в том числе потому, что они не верят, что к ним будут относиться достойно, с уважением, потому что там нет женщин, потому что не всем можно рассказать какие-то факты, да. Есть вещи, которые чувствительны, сенситивны, не каждому расскажешь. Особенно если мужчина не знает, как работать с такого рода пострадавшими, он может задать ненужный вопрос, да, не так сформулировать свое замечание какое-то, и женщина закроется. А женщина-правоохранитель, который расследует такие преступления, она будет понимать на интуитивном уровне, что можно говорить, что нельзя и как говорить. Ну, конечно, вопрос еще подготовки, он тоже очень важен, но сам факт, что женщина расследует преступления, вообще в мире давно уже существует подразделение по сексуализированному насилию, по домашнему насилию, где большинство это женщины. И это нормально. У нас, к сожалению, мы пока далеко от этого. Вот в этом связи я знаю, что есть депутаты, Эльвира Сурубалдиева в том числе. Мы помогаем, предлагают законопроект, закон о прохождении службы и в закон о прокуратуре продвинуть норму, согласно которой хотя бы треть сотрудников будет женщиной. Это временная мера, но вот такая квота в течение 5-7 лет, она может ситуацию значительно изменить к лучшему. Ну, то есть женщин будет больше в милиции. А вот идея такая, что хотя бы треть личного состава, они должны быть представителями другого пола. Да? Там такая формулировка, ну, подразумевается, что хотя бы треть. Потому что сейчас 7%, мы должны довести хотя бы до трети представленность женщин в милиции, в прокуратуре, ну и в долгосрочной перспективе во всех силовых органах.